Сағыл-сығы, сасыл-сысы. Место героическое и трагическое. Здесь состоялась последняя драматическая битва гражданской войны. Сасыл-сысы все еще остается притягательной точкой для тех, кому интересна история. Не только для историков, писателей, краеведов, но и для тех, кому интересна история родного края, история гражданской войны. Это живая история. Как отметил Леонид Абрамович, поразительное место. В России и мире таких мест очень мало. «2 октября 2021 года мы стоим на берегу Амги и ждем паром. Нас было человек 20, и наши гости Леонид Юзефович, писатель, историк, автор документального романа «Зимняя дорога», генерал Антон Николаевич Пепеляев и анархист Иван Яковлевич Строт в Якутии. Наталья Виноградова, супруга Леонида Абрамовича, Татьяна Сибгатуллина, исследователь истории гражданской войны. Это долгое ожидание парома, казалось, длится бесконечно. Промозглый воздух проникал через теплые куртки, но я почему-то был уверен, что все получится, и эту уверенность придавала и уверенность Иннокентия Климонтова, первого заместителя главы Амгинского улуса. И вот мы на пароме, отплываем. Впереди нас ждет Сасыл-сысы. Надо поплотнее, наверное, назад сдвигать всех. С берега реки по прямой около 2 километров. И по бездорожью, по проселочной дороге мы стремимся к Сасыл-сысы. Здравствуйте еще раз. Ага. Меня зовут Александра Никитична. Я тут местный экскурсовод. Каждый год занимаюсь этим, каждое лето. Так, вы находитесь в усадьбе Карманова. Вот из тех времен, я все рассказывать не буду, потому что вы очень хорошо знаете эту историю, да? Вот из тех времен остался вот этот один дом. Вот этот дом. Это летний дом, который был тогда натоплен. Вот мы сейчас спускались по горы, да? Вот этот путь, как раз мы проделали, этот путь прихода сюда отряда 100, да? И путь потом, когда пришел Хорошов освобождать. Ага. Почему они тут оказались? Потому что вот мы проехали очень большой Алас, вот такое просторное такое место проехали же, да? Где-то километров 3, наверное, в длину. По той дороге шел Большак, был там. И там была засада Вишневского. И когда вот Амосов отправил старика Птицына сообщить Строду, и указал вот эту дорогу, именно вот сюда, и потому что в ту сторону есть тоже дорога в Амгу. Поэтому они здесь остались на ночь. Это было уже часов 10-11 часов вечера, и они тут остались. Иван Яковлевич Строт.
Я вот это воспринимал как более близкие. Вот я же тут не был, но вот по описаниям мне казалось, что это ближе. Значит, я неправильно воспринимал. Ага. Вы знаете, тут после пожара оставались вот эти следы. да. Да, они точь да, сделали. точь Да, по да, этим нет, я-то замерам всё понимаю. сделали. Ну, когда Ага. читаешь, кстати говоря, все равно каждый по-своему Да. представляет. Трактует. Да. Да, просто воображение работает у человека по-другому. Ага, вот хорошо, что вы приехали, посмотрели Да. те места, Воочию, да, воочию. воочию, да. Очень даже. Вот так и надо, наверное, да? Нет, одно надо было дело- раньше, но я сюда не добрался. выстрелы до сих пор слышат. Не дождался. Выстрелы. Вот говорят, да. Да, до сих пор слышатся. Сегодня Когда не вот тихо, трудно. прям тихо-тихо, выстрелы местные. Ну, До сих есть пор. поверье, что Да. воздух остается же все. Ну, тем более вот Орлат же он такой, эти деревья, вот, и такой, Все это осталось. как бы котлован такой звук. И здесь вот что-то такое. Да. Ну, якуты вот считают такой священный Аллас тоже по-своему здесь. Хотя вот получается, что и в трагедии, да, здесь и трагедия. Да. Здесь же кровь пролилась, и именно поэтому, наверное, да, потому что для Якутии вот такое кровопролитие, это же, Да. в общем, ну, Страшное такое трагедия. уникальное место. Брат Такого на брата, больше как нет. говорится. Да, и Сейчас мы должны, по-моему, зайти, да? хотя они были пришлые вроде бы, да, якутов там Ну не да. так много Да, было да, да. среди них, но все равно. В Якутске и Амге на встречах с Леонидом Абрамовичем участники подчеркивали, что это исторический визит писателя Леонида Юзефовича. Это ощущение чего-то большого, значительного не покидало и меня. Сасыл-Сысы – место почти что священное для нас, для якутян. Люди слышат порою далекие раскаты выстрелов. И Леонид Абрамович сказал в разговоре, что ему снились его герои. Я попросил Леонида Абрамовича поделиться своими впечатлениями, стоя здесь, на земле Сасыл-Сысы. Первое ощущение это, конечно, поразительное место. Мне кажется, вообще в России, а может и во всем мире, вот таких мест очень мало. Это все равно, как если бы вот в Малой Азии сохранился бы священный Илион. Та Троя, которую штурмовали ахейцы и обороняли троянцы. Вот ведь это действительно история того же масштаба. Хотя в ней участвовало вроде бы немного людей. Но символическое значение этой истории огромно не только для Якутии, а и для всей России. Да, это последняя точка, и это как бы начало осознания, ну вот, некоторого безумия всей этой войны. И, конечно, место, которое так обильно полито кровью, такой маленький пятачок, и полито кровью, в общем, братьев, то есть существуют же сражения там, Первой мировой войны, Второй мировой войны, где полегли сотни тысяч людей, миллионы на небольших отрезках. Но вот когда вот братоубийственные войны, ведь они не так кровопролитны, как национальные. И они очень трагичны, и в памяти народа они живут очень долго. И, конечно, вот это место, оно для нас, для всех важно, и я очень волнуюсь. Это такие личности, как Антон Николаевич Пепеляев и Иван Яковлевич Строт, они, получается, столкнулись здесь, да. На самом деле они боролись за нашу, за общую родину, за Россию, но так случилось, что их вот эти события развели, так сказать, в разные стороны баррикад, и все это закончилось очень трагически. Потом и они попали под молох репрессий, поэтому это вся вот трагедия вот нашей истории, нашей страны. Но оно как-то в этом месте тоже, и вы дали такой толчок вот, обратиться к этой истории, осмысливать, начать осмысливать по-другому уже.
Ведь когда я начинал, вот для меня это всегда была безумно волнующая история. Я знаю ее с юности. Заниматься этим я начал 20 лет назад, ну, больше, да, 25. Но я вот даже когда писал свою книгу, и когда она вышла, я не понимал еще, что это место значит для Якутии. Я понимал его символичность, и тоже не до конца. Потому что вот тот интерес, который возник к моей книге, это ведь не потому, что я такой замечательный писатель или замечательный историк. Это совершенно не поэтому. Я просто затронул такой вот болевой какой-то нерв, такую вот струну, которая отозвалась в тысячах людей. И вот я оказался вот здесь, ведь у каждой идеи есть какое-то часто вот воплощение на земле, да, вот наши есть души, есть наши тела, да, вот это тело той идеи, той вот трагедии, которая вот произошла в России в эти годы, да, и вот это вот живое тело. Ну а чисто я переживаю, еще у меня очень сильное чувство, что я же здесь не был. Я писал по воспоминаниям, по рисункам, по фотографиям. Я понял, что я немножко не так это место описал. Я вот, например, думал, что зимний дом, летний дом и вот тот, где находился Строт с Хатоном, да, я думал, что они были гораздо ближе друг к другу. И думал, что вот эти баррикады из мерзлых вот балбах и трупов, что они были немножко дальше, что территория была больше. А на самом деле это действительно просто пятачок. Да, очень волнительно то, что вы приехали на самом деле, и для нас всех, и я думаю, что вот такой интерес якутяна к роману, да, вообще к этой истории, и мне кажется, вы как раз поставили, мне кажется, очень важные точки, насколько это были сильные личности, да, и Строт, и Пепеляев, и мы должны помнить их, да, память, и поэтому, мне кажется, еще, ваше слово, если можно это так сказать, к тем молодым, да, которые только начинают постигать эту историю через ваш роман. Что можно им сказать, пожелать? Ну, им бы я пожелал, не бывает в истории человека, историка, который поставит последнюю точку. Этого невозможно. И я очень надеюсь, что последняя точка не поставлена моей книгой. Вот я даже здесь, находясь в Якутии, выслушал столько историй замечательных. Если бы их свести вместе, это кто-то должен взять на себя большой труд. Я вот выступал перед студентами, я говорю, что есть только один секрет, как сделать что-то важное в этой жизни. Это потратить очень много сил и очень много времени. Леонид Авраамович, спасибо большое. Вам что в спасибо. такой поздний час мы так получилось, что приехали уже темно, под светом снимай в свете фар. А может быть, автомашин. даже как-то Да. и Да. экзотичнее. Да. И что-то есть такое, да, символическое, мистическое в этом тоже, нет? Да, мне кажется, что да. Я когда сюда ехал, я был недоволен, что мы так поздно. Я хотел лучше отложить и приехать завтра утром. Но на самом деле, да, Здесь конечно, какое-то другое ощущение. вот это и время еще, вот эта мерзлая трава, да, вот это вот такое межеумочное время, оно лучше подходит для трагедии. Осень – это лучшее место для трагедии и лучшее время для осознания трагедии. Зимой и летом так не получается. Да. Очень точно вы сказали. Свет и тень здесь, да? Вот, Да, и- есть свет и тень, и снег, Да. и еще трава, все Да, вместе. И вот, да, еще сказали, что над нами пролетели гуси, да? Это тоже, по-своему, тоже символично. Это Остается мистическое. только верить. Я не понимаю. Это к лучшему, к хорошему. Ну, здорово. Ага, что еще? В этот вечер сосался свет. В наших мыслях словно оживают образы прошлого, того боя,
звуки которой по преданию сохранила природа. И в этот вечер все казалось символическим. Духи так распорядились, что мы приехали уже в темноте, и нас приняли духи здешних мест, души безымянных солдат той гражданской, свято верившие в светлое будущее. В 2018 году здесь побывали потомки Ивана Строда и Анатолия Пепеляева, Ольга Русина Строд, Ян Строд, Виктор и Игорь Пепеляевы. В том году та знаковая встреча и конференция «Долгий путь к покаянию. Уроки гражданской войны 1920-х годов в Якутии» состоялись благодаря поддержке якутского отделения Императорского православного палестинского общества и усилиями Афанасия Мигалкина и Сергея Ларионова. Для нашей гости Татьяны Сибгатулиной это второе посещение Сасал-Сысы. Татьяна, вы второй раз приехали в Амгу, а именно Сасал-Сысы. Первый раз благодаря конференции 2018 года, а сейчас уже сопровождая Леонида Юзефовича. Вот что для вас значит это место Сасал-Сысы? Спасибо вам за вопрос. Именно на этот вопрос я и хотела ответить, потому что, когда я читала эту книгу, я думала, неужели мне когда-нибудь доведется попасть на это место, где люди проявили такую силу духа, где они ее черпали, как это все было. Это, на мой взгляд, я не видела подобных проявлений. Вот действительно силы духа, красивой силы духа и со стороны одних, и со стороны других. Потому что остаться людьми и вести честную борьбу в таких условиях, борьбу за идею, не борьбу за богатство, за деньги, за какую-то выгоду, а именно за свою собственную правду и за ту справедливость, единственную, которую они считали, где они черпали эти силы. И мне очень хотелось, это было просто огромное желание мое, побывать в этом месте и посмотреть, что же это такое, как это все могло произойти. И когда я первый раз сюда попала, это место меня захватило. Это просто, оно просто меня затянуло, как вот воронка. И мне очень хотелось попасть сюда еще раз. Я очень рада, что мы попали сюда действительно осенью, что мы попали сюда ночью, потому что это практически соответствует той обстановке, вот также описанной в этом романе и реально произошедшей. И для меня все эти люди как живые. Именно поэтому мне и хочется увековечить их память и снять с их имен любые пятна, которые еще остались вот благодаря государственному вмешательству. Татьяна, большое спасибо за ваш подвижнический труд именно по восстановлению памяти, исторической, и за то, что вы сделали такое большое дело, установили доски, последний адрес на стене дома Строда и Пепеляева. И за эти слова о нашей Амге и Сасал-Сысы. Спасибо. Спасибо. Я очень полюбила Якутию и людей, которые живут на этой земле. Спасибо вам огромное, Олег, за ваш труд. Для меня это не труд, а удовольствие. Да, спасибо. Спасибо. Олег, я вам лично бесконечно благодарен за то, что у меня была масса колебаний, ехать, не ехать, и только благодаря вашей настойчивости я вот нахожусь здесь и признателен бесконечно. Но эта Спасибо. настойчивость шла вот от нас, от Да. якутян, от всех. Вот, Да, и то, что вот кто нам столько помогал. людей, и для меня это, я человек частной жизни. И когда я вижу, что вот из-за меня тут едут 4 машины ночью, множество людей. Так еще хотели, говорят, но сказали, то я, места конечно, нет. испытываю такие разные чувства. Паром. Да, но я надеюсь, что это все всем не зря. Да. И завтра нас тоже ждут. Поэтому еще раз большое спасибо за этот разговор и то, что вы на самом деле это сделали. И то, что Амга, это как бы вот для всей России, не только Якутия,
А еще его тамга, это тоже слово, которое в моей книге звучит множество раз, и множество людей откроют Википедию или там и посмотрят, что это за амга и как это вообще, с чем это едят. И, возможно, тоже приедут. Может, и приедут, да. Нет, если бы приезжали, это было вообще здорово, но Ну, это как, как, да, как как сложится. сложится жизнь.